Как не стать жертвой пожара? Что нужно делать при чрезвычайных происшествиях во время самоизоляции? О правилах безопасности жителям региона напоминают в Главном управлении МЧС Ингушетии. В первую очередь необходимо в случае, если вам нужно выйти из дома и оставить дома детей, старшим детям нужно объяснить элементарные правила. Нельзя ни в коем случае оставлять малолетних детей малого возраста. Ни в коем случае нельзя перезагружать электропроводку, сушить белье над нагревательными приборами. Если вам нужно покинуть помещение всей семьей, то обязательно нужно выключить все электроприборы, выключить газовое оборудование. В первую очередь нужно помочь эвакуироваться группам риска, это дети и старики, также больные, и сразу же вызвать пожарную охрану. Но если вы видите, что очаг возгорания возможно потушить, то есть на его начальном этапе, тогда сами своими средствами, либо водой, либо горшком из-под растения опрокинуть, либо плотным одеялом самим потушить. Если вы видите, что вы с этим пожаром, с этим очагом возгорания сами не справляетесь, тогда нужно сразу же звонить по номеру 101 и эвакуироваться из помещения. Сейчас у нас начинается особо противопожарный режим. В этот период у нас ужесточаются все требования пожарной безопасности, соответственно, также и штрафы при нарушении этих правил. Поэтому запрещено сжигать сухую растительность, запрещено сжигать листву. В любом случае лучше потратить свое личное время и убрать это нормально по мешкам и вывести, чем вы можете это поджечь. Сейчас у нас трава сухая, есть ветер, и он может быстро распространиться. Также ни в коем случае нельзя сжигать вблизи горючих материалов, вблизи построек, потому что это все может перенестись на домовладение и случится беда. У нас есть определенные правила по сжиганию сухой травянистой растительности, но в данный особо противопожарный режим вообще запрещено, то есть сжигать и листву, и сухую растительность. Но вообще есть такие правила, что вблизи построек не сжигать. Обязательно должны быть люди по периметру, если вы сжигаете эту сухую травянистую растительность. И у всех должна быть либо вода, либо огнетушители. То есть там достаточно большой перечень правил, которые, к сожалению, у нас редко соблюдают. Все это